По полочкам. В связи с этим вирусом у нас университет оцеплен, он, получается, закрыт полностью. Наше общежитие снутри закрыто 3 замками, снаружи закрыто с этой цепью. Вот. Еще сидит охранник. Нас только в неделю 1 раз выпускают, это по воскресеньям. И чтобы мы только успели купить еды, буквально. Нам даются час. В течение часа нам еще выдают 3 маски. Каждую маску должен менять через каждые 20 минут. Дается только час. За час должен успеть сходить туда и вернуться обратно. Но универмаг не так далеко находится, и нам нельзя выкидывать эти маски, которые мы носили в течение часа, эти 3 маски. Потом, когда ты выходишь когда ты возвращаешься, ты должен вернуть эти 3 маски, они должны их еще проверить. Когда ты выходишь с универа и заходишь с универа, тебя проверяют на лоб, есть ли температура, есть ли одышка, кашель или что-либо. В случае подозрения тебя останавливают и передают правоохранительным органам, то есть, я не знаю, какой у них здесь номер, ну, короче, скорая помощь 103. Вот. Универмаг здесь американского производства, кажется, если не ошибаюсь. Из-за этого он единственный, который работает в городе. Остальные все магазины, они закрыты. И этот универмаг работает всего 6 часов, с 12 обеда до 6 вечера. Walmart, кажется, называется, если не ошибаюсь. Вот. И еще что. И все. И челики, которые будут говорить, типа, да ладно, ничего страшного, не переживай, все нормально, что-то самое. Я бы, наверное, тоже так говорил, будь я там в Казахстане у себя, да, на родине, или там в России сидел бы и думал, да ладно, ничего страшного, ничего страшного. На самом деле, не, ребят. На самом деле, реально немножко страшно, потому что город оцеплен, он закрытый, ничего как бы не поделать, не выйти, не зайти из него. Вот, я сегодня позвонил в посольство Казахстана, предупредил то, что я гражданин Республики Казахстан, учусь в Китае, и в случае чего, чтобы, я не знаю, как-то разобрались, или что в этом плане, я дал о себе знать, вот. Но я думаю, что все будет нормально, потому что уже через месяц у меня уже учеба. Я не думаю, что в случае с этим, ребята, не верьте то, что говорят, мол, всего погибло 56 человек и зараженных 600 или 700. Намного больше, их намного больше. Вы просто не можете попасть на те сайты, которые могу попасть я, потому что у вас нету VPN. Для этого нужно иметь китайскую сим-карту и находиться в Китае. Но на самом деле погибло намного больше людей. Говорят то, что просто не хватает земли, чтобы их хранить. Их просто заживо сжигают или заживо хранят. Как-то так. И зараженных сейчас по всему миру. Что в Таиланде, в Австрии, в Японии, в Южной Америке, в Северной Америке, в Южной Корее, в Казахстане, России, везде. И сейчас до 3 февраля они должны достроить 2-ю больницу, которая будет называться в честь карантина этого самого коронавируса CN 2019. Это вообще началось, кажется, в декабре, если я не ошибаюсь. До сих пор продолжается. Воспаление, пневмония. Не верьте то, что говорят в новостях, ребят. На самом деле все тут вообще по-другому. Люди просто на улице падают, идут и падают. Просто челики идут и падают, и никто не может объяснить, в чем проблема. А то, что в новостях говорят там, это пытаются просто власти подавить народ. На самом деле тут все намного страшнее. Намного страшнее. Просто вы тут не находитесь. Еще. Поблагодарите Бога, что вы здесь не находитесь. Вот многие университеты, которые находятся сейчас вот в Китае, не только вот в этой провинции, в Хубэй, не только в городе Ухань, а все университеты Китая, они начнут учебу только после устранения данного вируса, потому что, как власти заявили, они не могут начать учебу, университеты не могут начать учебу, и школы тоже, потому что вы можете представить себе, если у нас в одной школе учится больше 2000 учеников, у них в одной школе учится больше 40 тысяч учеников, больше 40, а в университетах больше 70 тысяч. В моем университете учится больше 90 тысяч студентов в одном университете, представьте. И из-за этого это очень большое скопление учеников, студентов. Здесь есть и иммигранты, как бы. Конечно, экономика Китая, мне кажется, упадет после этого, но все же. Они
не могут начать учебу до тех пор, пока не устранят этот вирус. Вот. И здесь либо два варианта, либо нас, иностранцев депортируют по своим странам, либо мы здесь останемся и нас не упустят до тех пор, пока не успокоится. Как-никак университет тоже отвечает за наши жизни, как бы за наше здоровье, за нашу безопасность. Только два варианта. Но на данный момент нас не выпускают. Не то что из города, даже из университета. Я не знаю, как будет в будущем. Я честно не знаю. Но я очень завидую тем, кто сейчас в Казахстане. И еще, ребята, в случае, вдруг, если кому интересно, как здесь в городе обстановка, зайдите ко мне в ТикТок, посмотрите мое последнее видео. Советую. Сами во всем убедитесь. Не за что. И еще, ребята, кому не сложно, отметьте меня, пожалуйста, в сторис, чтобы люди узнали, чтобы люди увидели, что на самом деле происходит в Центральном Китае. Потому что я так предполагаю, что в Казахстане, что в России, да и вообще во всем СНГ, мне кажется, просто подавляют эту серую массу, чтобы, мол, паники никакой не было, и говорят вообще другую информацию. На самом деле здесь жители Китая уже привыкли к тому, что люди просто идут, и они просто сами по себе падают, как, не знаю, как роботы, просто отключается батарейка, и человек падает. И самое страшное то, что медицинской помощи не хватает на всех людей. Людей слишком много, медиков слишком мало, люди везде падают. Они падают везде просто. На автобусах, в метро, везде. Абсолютно везде. И на самом деле это очень страшно, потому что, не знаю, находиться здесь страшно. Все же лучше своей земли нигде нету.